Как вы думаете, какое мифическое существо на улицах Казани можно встретить чаще всего? Ну, логично предположить, что это, наверное, будет статный белый крылатый барс. Но, как оказалось, если быть достаточно внимательным, то куда чаще можно встретить Зеланта. Покровитель города, царь змей и даже Василиск на курьих ножках. Как только Зеланта не величают. Но кто же он на самом деле? Давайте олга и вместе распутаем эту паутину истории. А напутано тут немало. Легенда о Зеланте успела обрасти легендами, которые уже тоже, в свою очередь, обросли легендами. Начнем с того, что за почти 4 века своего существования символ Казани практически не изменился. Слегка поменялась цветовая гамма, и сам Зеланд стал более детализированным, нежели пару столетий назад. А в остальном все по-прежнему. Тот же грозный змей, которого многие называют драконом, даже немного готическая корона, мощные перепончатые крылья и те же лапы, которые к курам не имеют никакого отношения. Это по-русски называется Зеланд, да? На самом деле по-татарски называется аждаха. Это некий собирательный образ. Это когти орла, это тело змеи и, наконец, голова какого-то мифического животного, ну, как правило, говорят, дракон. После взятия Казани Иван Грозный поместил Зеланта на свою царскую печать, а в XVIII веке в составе герба Казанской губернии змей оказался уже и на гербе Российской империи. На этом геральдические приключения нашего героя не закончились. Как змею на нефтяную вышку поменять? Когда к власти в стране пришли советы, было решено, что негоже символом города быть крылатому, да еще и коронованному змею. Новый герб был по-пролетарски индустриальным: нефтяная вышка, опоры линии электропередач, самолеты в небе, красное знамя на фоне и рамка из пшеничных колосьев. Зеланд ушел на покой, правда, ненадолго и не полностью. Сразу после распада СССР на свое историческое место он вернулся, да и до этого частенько на сувенирах можно было встретить старого, хоть и не всегда доброго Зеланда. Вот только корону ему тогда пришлось поменять на советскую пятиконечную звезду. С нынешними временами все вполне понятно, но чем дальше в историю, тем больше путаницы. У любой легенды про Зеланда как минимум 2 варианта развития событий. Как из-за женщин город перенесли. Когда-то Казань стояла совсем не там, где она находится сейчас, а на весьма крутом берегу. И девушки, которым приходилось не единожды за день ходить по воду, упражнялись в красноречии, ругая хана за то, что расположил город на горе. Обиделся правитель на такие речи и вызвал женщин к себе. Самая бойкая из барышень оказалась еще и самой дипломатичной. Не тебя я ругаю, хан, а лишь то место, на котором ты поставил город. Сердиться властитель передумал, но решил последовать древней мудрости: критикуешь — предлагай, и затребовал найти новое место для Казани. Место нашлось красивое, удобное, да еще и стратегически верное. Был у него только один минус: облюбовали его полчища змей. Но и эту проблему решили, дождались осени, когда все змеи заползли в свои норы на зимовку, обложили холм хворостом и весной, как только растаял снег, подожгли. И вот тут легенда делает первый виток. Змеи были, холм был, да вот только без магии не обошлось. Никто город не переносил, его сразу построили на этом месте. Да на свою беду не разглядели, с кем придется соседствовать. Тогда на помощь пришел старый деревенский колдун. Приманил он всех змей в огромный клубок, облил смолой и поджег. Как бы там ни было, в живых остался только змеиный царь Зеланд. Расправил он свои мощные крылья, оглядел пепелище и улетел горевать над Желантау, Зелантову гору. Погоревал, да и решил мстить жителям Казани. Насылал несчастье, похищал скот и людей, а излюбленным его лакомством были казанские красавицы. По другой версии, на горе он провел немного времени, как только залечил свои раны, нырнул в озеро Кабан и с тех пор живет там. В озере Кабан появилась некая аждаха, то есть некое мифическое животное, которое наводило ужас на местных жителей. И для того, чтобы каким-то образом вот это животное утихомирить, местные жители отдавали каждый год по одной красавице. Тимир-хан, будучи богатырем, спас самую красивую девушку Казани, убил эту аждаху
Но и здесь все не так однозначно. На лавры победителя Аждахи претендует и другой легендарный герой – колдун Хаким, потому как никаким копьем Зеланта повергнуть было невозможно, только магией. По одной из версий, даже Георгий Победоносец повергает не просто змея, а того самого легендарного. Хотя есть мнение, что никто так Зеланта и не победил. В Российской национальной библиотеке в отделе рукописи есть один очень любопытный дневник некоего священника. Титульный лист давно утерян, поэтому имя его неизвестно, а вот одна из записей 1816 года очень любопытна. Плывя на лодке по реке Волга, мы видели огромного летящего змея, который нес во рту человека со всем одеянием. И перелетел змей за Волгу и упал с человеком в болото. И в тот же день этот же священник пишет, что видел того же змея еще раз. У Коломенского уезда села Уварово есть пустошь, которая называется Камерязевая. Приехали мы туда ночевать числом более 20 человек, и внезапно осветилась местность. Я увидел огненного змея, он извивался над нашим станом на высоте 2 или 3 колоколен. Длиною он был 3 аршина, это около 2,5 метров, и стоял над нами четверть часа. К сожалению, достоверен ли этот источник, узнать сейчас уже невозможно, но никаких других ни подтверждений, ни опровержений, к сожалению, найдено не было. Но возникает логичный вопрос: если Зеланд на протяжении столетий вредил и пакостничал жителям города, за какие заслуги он стал его символом? На это у легенд тоже есть ответ. Змей сожгли, их царь улетел на гору и мстил казанцам. Но однажды, когда он прилетел попить воды из озера Кабан, женщины, которые там в это время стирали белье, увидели на глазах гиганта слезы. И поняли люди, насколько сильно горе царя-змей по своим погибшим подданным. Отправились казанцы к пещере, в которой поселился Зеланд, и всем городом попросили у него о прощении. Зеланд простил, и с тех пор для Казани начались совсем другие времена. Прекратились болезни, захватчики обходили стороной, люди стали добрее, и все благодаря крылатому защитнику города.